В России продолжаются аресты трудовых мигрантов из Центральной Азии по обвинению в так называемом терроризме, финансировании и вербовке в ряды запрещенных группировок. Так, российским военным судом приговорен к 7 годам лишения свободы 26-летний уроженец города Куляб Хафизов Фирус Сафарович. Об этом сообщает новостной портал «Новая версия». По официальной версии ОФСБ по Саратовской области Хафизову инкриминируется вербовка рекрутов посредством идеологической обработки через интернет. Задокументирован факт осуществления им вербовки жительницы города Саратова для последующего вступления ее в состав международной террористической организации движения «Талибан», сообщила пресс-служба ОФСБ. Также пресс-служба ОФСБ России опубликовала видео с задержанием группы трудовых мигрантов из Центральной Азии в Нижнем Новгороде. По информации чекистов, все задержанные являются гражданами Таджикистана. По предположению следователей, так называемый лидер группы неоднократно посредством электронных платежей переводил деньги неким террористам в Афганистане, а те, в свою очередь, тратили деньги на террористическую деятельность. На видео, опубликованном пресс-центром ОФСБ, арестованный уроженец Таджикистана представляется Исломом 1997 или 1998 года рождения. Имя? Отчество? На видео задержанный полностью отрицает обвинение в причастности к терроризму и финансированию ИГИЛ. На данный момент Ислом заключен под стражу, в отношении его возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности», статья 205.1 УК РФ, и ему грозит до 15 лет лишения свободы. Напомним, что совсем недавно в нескольких российских регионах прошли аналогичные задержания мигрантов из Центральной Азии по подозрению в так называемом терроризме. ОФСБ России опубликовала несколько видеосъемок проведенных спецопераций. В Москве, по версии спецслужб, якобы при попытке сопротивления был убит 19-летний таджик. Стоит отметить, что если ранее о сфабрикованности таких уголовных дел по отношению трудовых мигрантов в большинстве случаев говорили эксперты и политологи, то на сегодня уже подавляющее большинство россиян осознают происходящее, о чем свидетельствуют комментарии в соцсетях и новостных сайтах под такими публикациями.